Здесь и курицы, и индюки, и даже перепелки. Свою небольшую птицеферму семья Зурабовых развела несколько лет назад. С тех пор птицу уже не покупают в магазинах. Все свое свежее, а главное экологически чистое. Предпочтение отдают больше последних. К примеру, сейчас в этом инкубаторе более 100 яиц. Те яйца, которые, да, вот свежие, которые мы отбираем, я их уже сразу коплю, то есть до определенного количества. Например, здесь сейчас находится 200 штук. Сразу же ложу их в этот инкубатор. И под градусом 38 влажность должна быть 68-65, но не меньше 50. Когда же меньше здесь влажность показывает, то есть меня инкубатор предупреждает, и я уже здесь есть маленькое отверстие, где заливается вот тут водичка. То есть теплая такая водичка заливается, и тут уже температура как бы сама уже становится в норме. Справиться со всеми этими нюансами девушке помогают младшие сыновья. Пока одни следят за температурой в инкубаторе, другие помогают уже со взрослыми перепелами. Самира Зурабова признается, что птицы они непривередливые. Главное водичку подливать и чистоту в клетке поддерживать. Единственное, что у этих перепелок, я вам скажу, именно вот когда у нас бывают сильные ветры, да, обветривание, они начинают, то есть у них перья начинают исчезать. И как обычные птенцы, их нельзя, можно сказать, чтобы вот как бы выгуливать. Они не приспособлены для того, чтобы можно было их, как обычных наших куриц, там, держать там, на улице. Они должны быть специально таких находиться в клетках. Каждые 6 месяцев, то есть 6-5 месяцев, их нужно обновлять. А все потому, что мясо перепелки после начинает горчить и уже непригодно для приготовления блюд. Именно поэтому немногие спешат заниматься перепеловодством. Хотя спрос на продукцию есть. Диетические и богатые полезными веществами яйца и мясо ценят покупатели по всей республике. Сейчас у девушки в планах расширить свое хозяйство, поэтому, узнав о гранте, она тоже решила поучаствовать. Посмотрела условия конкурса. Очень сильно обрадовалась, что наш глава решил помочь, оказать помощь, такую поддержку. Это очень хорошая поддержка для тех людей, вот таких как я, которые вот мы занимаемся вот чисто вот таким бизнесом, можно сказать, малым бизнесом. Я обратилась официально в Минсельхоз. Там ребята сразу же мне подсказали, куда нужно обратиться, в районную администрацию. Обратилась в нашу районную администрацию сельского поселения Кантышева. И вот так подала документы. Не знаю, что будет, но надеюсь, что что-то будет. Конкурс был объявлен правительством Ингушетии среди жителей региона, практикующих натуральное производство на своих садово-огородных участках и в личных подсобных хозяйствах, по итогу которого 13 лучших получат грантовую поддержку. Документы принимаются в 2 этапа. Первый список претендентов на включение в шорт-лист составляют через администрацию районов, городов и сельских поселений. Любой желающий может принять участие в республиканском конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство». Город Назрань, улица Асканова, 41, администрация Назранского района. Призовой фонд формируется за счет средств резервного фонда правительства Республики Ингушетия. Итоги будут подведены 31 августа. Ознакомиться с полным описанием условий конкурса и составом комиссии, а также заполнить анкету участника в электронном виде можно на сайте Минсельхоза и на сайтах органов местного самоуправления. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.